Здравствуйте, коллеги. Наталья, я вот вижу, вы уже подключились, участники. Вы можете для теста сейчас выйти на связь, проверить, как у вас работает звук, видео? Я понимаю, что вы меня видите, а вы попробуйте тоже выйти в эфир. Вы модератор. Нажмите на кнопочку круглую в виде камеры над видео. Здравствуйте. Угу. Так. Видно все? Да, все отлично, все у вас работает. Ну, хорошо, тогда сейчас через 20 минут начнем. Наталья... Наташ, выступаешь ты, ага, привет, и еще кто? И Зинаида Дмитриевна, да, будет? Да, сейчас поднимется. Ага, снизу, сейчас поднимется. Ну, хорошо, все. Спасибо. Угу, отключать камеру, да? Да, пока можно отключиться. Да. Спасибо. Так, ну что, мы, наверное, начнем. Значит, сегодня мы подведем итоги Республиканского фестиваля информационных технологий, который проходил у нас в апреле-мае, и вот сейчас как бы с небольшим анализом мы расскажем, какие работы были, какие работы самые лучшие. Значит, по нескольким номинациям в мире компьютерной графики нам озвучит ИНТА, это Лукова Наталья Александровна и Лопаченко Зинаида Дмитриевна. Номинации 3D и эмблему, то есть в конце озвучу я. То есть и сейчас я даю слово Наталье Александровне Луковой. Здравствуйте. Ой, Наталья Александровна. Здравствуйте, это Зинаида Дмитриевна. Елена Юрьевна. Ой, видно, да. Здравствуйте. Хорошо, видно, слышно? Слышно, видно, да. Всем здравствуйте, рада всех участников видеть. Спасибо всем тем, кто принял участие в фестивале информационных технологий республиканском. Он у нас уже 6-й год проходит. Значит, хочу немножечко остановиться о том, что же такое фестиваль, какие работы были. Подробнее потом Наталья Александровна расскажет о самих работах лучше. Итак, более 5 лет лицей является площадкой для проведения республиканского фестиваля информационных технологий. Цель этого фестиваля – активизация творческой деятельности обучающихся, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, формирование их компетентности в области информационно-коммуникационных технологий, повышение цифровой грамотности, распространение педагогического опыта, укрепление взаимодействия учебных заведений в целях создания единого образовательного пространства. Цель вроде, казалось бы, такая обычная, как мы вот обычно их пишем, но на самом деле она себя оправдала, потому что организационный комитет очень часто общался с различными образовательными организациями по заявкам, по самим работам, и действительно общение было продуктивным. Так как приказ на фестиваль информационных технологий республиканский вышел 20 апреля, это приказ номер 308, пока он дошел до мест, где-то вот с 25-го, а то и позже, и получается, что был только 1 месяц для того, чтобы наши ребята со своими руководителями смогли принять участие в фестивале. И было просто потрясающе, когда мы подводили итоги, жюри, организационный комитет. Я с удовольствием отмечаю, что в республиканском фестивале 2020 года приняли участие учеников намного больше, а вот работ 289. Давно уже такой цифры не было. Значит, 132 работы поступило в номинации «В мире компьютерной графики», 147 работ в номинации «Мир, который нужен нам». Ну и далее в 3D-моделирование, анимация, это новая номинация, очень интересная. Поступили работ не так много, но все очень хорошие. И в этом году, первый год, мы объявили номинацию
чтобы эмблему фестиваля республиканского сделать, и поступили достаточно хорошие работы, профессиональное жюри выбирало лучшую, и потом Елена Юрьевна расскажет, какая же победила эмблема. Итак, что я хочу сказать, что конкурс принимал, значит, рисунки, коллажи, эмблемы, баннеры, поздравительные открытки по следующим номинациям. «Спасибо тебе, солдат», «Вечная слава героям», «Спасибо деду за победу», «Они сражались за Родину», «Весна победы», «Мы наследники победы», «Мое открытие Антарктиды», «Будущее Антарктиды», эмблема фестиваля информационных технологий. Что хочется сказать? Если раньше было так, что кое в каких номинациях в республиканском фестивале вообще не было работ, в этом году достаточное количество работ было по всем номинациям и очень хорошего качества. В фестивале приняли участие ученики из 17 населенных пунктов. Хочется вот поблагодарить их и даже назвать: Сыктывкар, Воркута, Инта, Печора, Ухта, Усинск, Жешев, Нижний Одесс, Каджиром, Усть-Кулом, Выльгород, Шельябош, Мутный материк, Визинка, Заозерье, Карткировский район, Ударский район. То есть география, видите, широкая, очень много ребят с различных мест принимало участие. Что еще хочется сказать? Хочется поблагодарить отдельно Викторию Александровну Быстрову, члена Организационного комитета, которая нас курировала из Министерства образования, Вячеслава Алексеевича Ляшка, заведующего Центром образовательных информационных технологий КРИРО, естественно, Баулину Елену Юрисовну, с которой мы непосредственно работали, вот методиста Центра образовательных информационных технологий нашего КРИРО, вот, и поблагодарить всех членов жюри, которые принимали активное участие, когда мы подводили итоги этого фестиваля. Более подробно о том, какие места получили ребята, как распределились эти работы, где можно работы лучше посмотреть, скажет Наталья Александровна Лукова, профессионал, которая работает учителем информатики, и Елена Юрьевна. Я отдаю слово Наталье Александровне. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я учитель информатики лицея номер 1 города Инты, Лукова Наталья Александровна. Прежде всего, от лица организационного комитета, от всего жюри хочу поблагодарить всех участников, всех учителей, которые откликнулись на нашу инициативу и вот в такой сложный момент, в такой непростой обстановке все-таки сумели поучаствовать, прислали свои работы. Конечно, мы понимаем, что дистанционный конкурс, он и в предыдущие годы был дистанционным, то есть мы получали работы по электронной почте, но в данной ситуации и подготовка этих работ проходила дистанционно, мы тоже это учитывали. И вообще удивительно, как все у вас получилось, вы молодцы все, огромное спасибо и учителям, и ученикам, поскольку проектная деятельность все-таки предполагает живое общение, и учитель и помогает, и наставляет, и дает советы, рекомендации при создании какой-то работы. Мы все это понимаем. Вы знаете, жюри получило огромное удовольствие. Когда мы проверяли работы, очень много работ достойных, очень ярких, выразительных, очень сильных. И даже не просто пришлось комиссии, мы спорили, мы выражали свои эмоции очень бурно, но в конце концов мы приходили к единому решению, поскольку опирались на критерии, заявленные в положении фестиваля. Ну, давайте немножко остановимся, что же оценивалось в конкурсе «Компьютерная графика», в мире компьютерной графики. Это, конечно, оригинальность и новизна авторской идеи, соответствие содержания заявленной теме, полнота раскрытия темы, выразительность изобразительного ряда, оригинальность дизайнерского решения и уровень сложности технических приемов. Ну, понятно, с новизной, оригинальностью тут все понятно. А вот такой пункт, как качество и сложность технического исполнения работы, здесь оценивается обоснованность и рациональность выбора использованных инструментов и средств. Вот здесь иногда мы испытывали затруднения, поскольку мы
ну, не знали, какие средства на самом деле были использованы. И на будущее вот просьба у меня к учителям, которые отправляют работы, чтобы в сопровождающем листе указывали программные средства, программный продукт. Конечно, мы понимаем, что в школах сейчас в основном графические редакторы, которые используются, это Paint, это его разновидности, Paint нет, MyPaint, Paint Tools AI, Photoshop, GIMP, Krita и сейчас популярный графический редактор ArtRage. Ну, а еще очень много графических редакторов, которые являются мобильными приложениями на телефонах. И ребята прямо вот на телефонах могут создавать прямо шедевры. Вот поэтому в следующий раз, пожалуйста, вот такое замечание учитывайте, когда будете отправлять работы. Ну, а сейчас давайте остановимся на самих работах. Мы озвучим работы победителей и покажем работы, которые заняли первые места вот во всех номинациях подряд. Если презентация видна, да, всем участникам? Посмотрите, пожалуйста, в номинации «Спасибо тебе, солдат» победили Еременко Евгения, школа 9, город Инта, руководитель Данилова Александра Владимировна. Вот такая работа. Ратманова Виктория, Ратманова Анастасия, СОЖ номер 35 с углубленным изучением отдельных предметов, город Воркута. Руководитель Мирошникова Ирина Александровна. И Сенькина Галина, Республиканский центр образования, город Сыктывкар, руководитель Хребтова Ольга Евгеньевна. В следующей номинации «Вечная слава героям» победу одержала Рубан Кристина, Республиканский центр образования, город Сыктывкар, руководитель Черных Нина Ивановна. В номинации «Спасибо деду за победу» первое место присвоено Соплиной Елизавете, СОЖ номер 2, поселок Нижний Одос, руководитель Соплина Лариса Ивановна. И еще одна работа Лобанова Марина, Республиканский центр образования, город Сыктывкар, руководитель Черных Нина Ивановна. В номинации «Они сражались за Родину». Первое место у Малышка Екатерины, Интинский политехнический техникум, город Инта, руководитель Камышов Николай Васильевич. Федорчук Дарья, гимназия номер 1 города Печоры, руководитель Соболева Галина Демьяновна. Следующая номинация «Весна Победы». Первое место заняла Юсупова Камила, СОЖ номер 34, город Воркута, руководитель Валетова Оксана Ивановна. В номинации «Мы наследники Победы» на первом месте Ильин Владислав, Дворец творчества детей и молодежи, город Воркута, руководитель Мельчаков Юрий Викторович. И номинации, посвященные Антарктиде, «Мое открытие Антарктиды» и «Будущее Антарктиды». Две работы, одна из них принадлежит Борисову Ивану, СОЖ номер 9, город Инта, руководитель Трощенкова Вита Витальевна. И вторая работа Белобородов Тимофей, Интинский политехнический техникум, город Инта, руководитель Камышов Николай Васильевич. Следующие работы мы посмотрим. Это работы, которые получили вторые и третьи места. Здесь мы не называем фамилии, но участники могут ознакомиться на сайте КРИРО в разделе «Работы, конкурсы для обучающихся». Все эти работы будут выставлены. И на сайте для одаренных. Можно будет их оттуда скачать. Надо сказать, что вторые и третьи места у нас получили, на втором месте могло быть сразу 2-3 работы, очень хороших, поэтому трудно было отдать предпочтение какой-то одной. Поэтому их несколько. Вот кто-то из участников, может быть, сейчас свою работу увидит. А сейчас давайте перейдем
к анализу следующего конкурса. Это конкурс проектных и творческих работ, называется «Мир, который нужен нам». Несколько номинаций было: «Мужество, стойкость и героизм», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Мою семью не обошла война», «Помним и чтим подвиги земляков» и «Антарктида вчера, сегодня, завтра» и «Удивительная Антарктида». Цели проектного конкурса, проектных работ – это совершенствование информационной культуры обучающихся через формы коммуникативной и творческой деятельности, сохранение и поддержание культурных и нравственных ценностей, укрепление духовного единства народа и патриотическое воспитание молодежи, воспитание у молодого поколения уважения к подвигу защитников Отечества, любви и уважения к Родине, гордости за историческое прошлое своей страны, создание условий эффективной творческой самореализации обучающихся, вовлечение их в решение вопросов сохранения и развития Антарктиды. Конкурс включает 3 направления деятельности: поисковая работа, познавательное направление и творческое. Здесь использовался метод проектов, который мы можем рассматривать как технологию сотрудничества. Активное решение жизненных ситуаций требует поиска дополнительных знаний и приобретения необходимых навыков и умений. И вне зависимости от сложности решаемых задач и выбранных программных технических средств, набор задач, которые встают перед обучающимися в процессе выполнения проекта, следующий. Первый этап – это подбор материала, подбор графических иллюстраций, подбор содержательной части, затем фотографирование, сканирование необходимых материалов, работа над дизайном, подбор фона, шрифтовое оформление текстов, подбор и запись звукового оформления, работа с видеоклипами. Проектная деятельность воспитывает ответственное отношение к информации, формирует жизненно необходимые качества: усидчивость, аккуратность, исполнительность, внимательность, эстетичность. В конкурсе проектных работ «Мир, который нужен нам» особое внимание жюри обращало на информационную составляющую, это содержательность, степень структурированности материала, доступность изложения, оригинальность представленных материалов и соблюдение авторских прав третьих лиц в соответствии с федеральным законом об авторском праве, грамотность, следование правилам и нормам русского языка и уровень использования возможностей компьютерных программ. Здесь, естественно, в рамках нашего вебинара мы не можем показать все видеоролики, поскольку это займет много времени. Просто назовем победителей. Итак, в номинации «Мужество, стойкость и героизм» на первом месте Наумов Илья, детский дом номер 3, город Сыктывкар, руководитель Забоева Анна Николаевна. Маклакова Любовь, Михайлов Данил, Ладыгин Устин. Междуреченская средняя общеобразовательная школа, Удорский район, руководитель Толстикова Екатерина Геннадьевна. В номинации «Никто не забыт, ничто не забыто» Крылова Анастасия, СОЖ номер 3, город Печора, руководитель Чернова Ирина Евгеньевна. В номинации «Мою семью не обошла война» Полиенко Вениамин, СОЖ номер 83, город Печора, руководитель Мироненко Елена Валентиновна. Михеева Анна и Краскина Дарья, технологический лицей города Сыктывкара, руководитель Худяева Наталья Вальтеровна. В номинации «Помним и чтим подвиги земляков» Миропольская Ульяна, гимназия номер 2, город Инта, руководитель Велент Оксана Андреевна. В номинации «Великая Отечественная война в искусстве» победила Комарова Марина, Дворец творчества детей и молодежи, город Воркута, руководитель Мельчаков Юрий Викторович. Приказ по итогам также будет размещен на сайте КРИРО в разделе «Конкурсы для обучающихся». Еще раз благодарим всех за сотрудничество и ждем, приглашаем к участию в следующем учебном году. Спасибо за внимание. Так, спасибо огромное коллегам, спасибо огромное ребятам за такие прекрасные, удивительные работы. Большое, огромное спасибо жюри, которые просмотрели каждую из этих работ, оценили и выбрали самых достойных. Я сейчас немножко расскажу о номинациях, которые у нас впервые. Это номинация «Эмблема фестиваля информационных технологий» и номинация 3D-моделирования. К
К сожалению, Андрей Борисович Конов не может к нам подойти, рассказать более подробно о ней, потому что он с группой жюри тоже как бы рассматривали данные работы. Что касается эмблемы фестиваля информационных технологий, работы очень хорошие, хотя их немного. Учитывался дизайн, оригинальность, уровень оформления, использование компьютерных программ. И единогласно на первое место у нас вышла Астахова Алиса Алексеевна. Это детская школа искусств города Воркуты, учитель Игнатова Анастасия Вячеславовна. То есть эта работа понравилась нам всем, и мы ее выбрали на первое место. На втором месте Варникова Алена Владимировна. Это школа 10, 7 класс, город Ухта, учитель Канева Ольга Васильевна. Что хочется отметить по Алене Владимировне, было очень подробное описание своей работы, в каких программах, что использовано. То есть вот за это ей отдельная благодарность. То есть мы четко понимали, что за работа и каким образом она оформлена и сделана. Третье место у нас поделили Баймурзин Дмитрий Алексеевич, это лицей номер 1 города Инты, 11 класс, учитель Лукова Наталья Александровна. Лаконичная, красивая эмблема, где все понятно и действительно соответствует нашему конкурсу. И также с ним поделил место 7 класс Слотина Екатерина Назаровна, тоже 10-я школа города Ухты, учитель Озерова Екатерина Андреевна. Мы благодарны всем ребятам, всем учителям, нашим коллегам, которые приняли участие в данном фестивале, в данной номинации. И работа Алисы Алексеевны, она будет у нас в этом году на всех грамотах, на всех благодарностях, которые мы обязательно по итогам фестиваля, по итоговому приказу сделаем для всех и коллег, и участников, и членов жюри, все, кто принимал участие в данном фестивале. Вот. Что касается номинации 3D-моделирования, значит, у нас там проходило по несколько номинаций. Номинация «Удивительная Антарктида», номинация «Великая Отечественная война в искусстве», номинация «Никто не забыт, ничто не забыто». Но жюри, выбирая из данных работ, первые места определило все-таки только по номинации «Никто не забыт, ничто не забыто». На первое место вышел Зезигов Павел Александрович, 7 класс Усть-Холомской школы, учитель Рассыхаев Алексей Александрович. На втором месте Дмитрий Иванович Марухин, 7 класс, 30-я школа города Сыктывкара, учитель Панюкова Альбина Николаевна. И на третьем месте Ирина Эдуардовна Дусаева, Центр дополнительного образования детей, 10 класс, город Усинск, учитель Харченко Наталья Викторовна. Там, так как эта номинация новая, там достаточно много было вопросов и у членов жюри, и как бы тоже большие споры велись по определению мест. Но вот такое было решение жюри, то есть на будущее мы обязательно разошлем рекомендации, каким образом, то есть для нашего оценивания работ, чтобы мы хотели более четко, наверное, пропишем все-таки в положении, что мы хотим видеть для более объективной оценки работ, описание и так далее, потому что было очень сложно, конечно, но это первый раз, первая номинация, очень сложно шла оценка работ. Вот, к сожалению, нет Андрея Борисовича, который бы более подробно рассказал бы об этой номинации. Но мы поздравляем ребят, поздравляем всех учителей, наших коллег, поздравляем с победами. И что еще хотела сказать, значит, у нас уже организована выставка работ участников Республиканского фестиваля информационных технологий. Она находится на сайте конкурс.дети.криру.ру. И вот к 1 июня, ко Дню защиты детей, уже была выставка работ победителей
по первым номинациям в мире компьютерной графики. То есть все эти работы по данному адресу вы можете просмотреть. Оно находится в естественно-научных работах в категории в конкурсах, и там есть наш фестиваль информационных технологий. Остальные хорошие работы, тоже, та же эмблема фестиваля тоже будет опубликована на этом сайте в рубрике нашего фестиваля. И в конце я бы хотела, конечно, поблагодарить всех участников, всех руководителей работ, членов жюри, которые провели огромную, колоссальную работу просто, которые всегда были на связи. То есть большое спасибо вам огромное просто всем, кто был задействован в этом году, тем более действительно права Натальи Александровны в такое тяжелое время, задействованы в этом фестивале и откликнулись на него. И действительно работы очень достойные, мы все очень благодарны, конечно, прежде всего нашим ребятам. Результаты на сайте КРИРО. Значит, сейчас вот мы подбили как раз все результаты. На следующей неделе будет, в начале недели приказ в министерстве. И сразу же, то есть мы опубликуем, уже официально будет на сайте КРИРО приказ по результатам фестиваля. Вот. Спасибо всем большое. Спасибо. Вот. На этом мы заканчиваем наше подведение наших итогов. И благодарим всех участников и всех наших коллег, которые приняли участие и в сегодняшней встрече, и в самом фестивале информационных технологий. И надеемся, что на следующий год у нас тоже будет много участников. Спасибо огромное.